يومئذ. Друзья, тот, кто был другом здесь и на земле, когда наступит судный день, друзья друг для друга в ахирате становятся врагами. Еще раз послушайте. Друзья, которые дружили здесь и в дунья, они становятся в ахирате друг для друга врагами, илля аль-муттакин, за исключением друзей, которые были богобоязливыми. Маша Аллах. Вот исключение. Если ты дружишь с другим человеком, и если оба друга были богобоязливыми, и если ваша друга была основана на исламе, ради Аллаха, на богобоязливости, за исключением вот таких друзей, остальные все друзья становятся друг для друга врагами. Друзья, которые были друзьями, чтобы воровать бюджетные деньги. Друзья, которые были друзьями, чтобы убивать людей. Друзья, которые дружили, чтобы за столом пить алкоголь. Друзья, которые вместе ходили отдыхать в сауну, завещать зина. И все другие друзья, за исключением богобоязливых, они будут друг для друга в ахирате врагами. Аллах. Почему врагами? Сегодня, когда двое сидят за столом и пьют алкоголь, говорят: я за тебя рух отдам, жизнь отдам, я тебя уважаю, говорят, кричат пьяные друг другу. А когда наступает судный день, они друг для друга не то что рух отдают, жизнь отдают, они становятся друг для друга самыми заклятыми врагами. Аллах. Почему? Потому что их дружба не была на богобоязливости. Потому что они дружили ради греховного. Почему становятся врагами? Потому что когда наступит судный день, когда увидят то, что здесь в дуне говорилось в Азан Насихате, что есть рай, что есть ад, есть наказание, есть трудности судного дня, который просто через одно ухо заходило, другое выходило, и вдруг умирает, видит, что это оказывается все правда. Перед ними ад, и люди видят, как люди бросают их в ад, они кричат, плачут, они не хотят ад заходить. И что они делают? Два друга, которые дружили здесь в дуне ради греховного, один из них начинает обвинять другого, говорит: ох, если бы ты меня туда не позвал бы в тот день, и не купил бы алкоголь харам, я не пил бы. Если бы ты меня не подговорил бы, я на эту бумагу подпись харам деньги я не украл бы. Если бы ты меня не подговорил бы, я вместе с тобой на зина не поехал бы. Значит, они будут цепляться, находить любые уловки, чтобы спастись от этого ада, который они видят перед собой. И люди, которые здесь в дуне объединялись ради греховного, становятся друг для друга большими врагами, потому что один захочет обвинить другого, а другой того же своего друга в том, что я не виноват, он виноват. Нет, я не виноват, он виноват. Друг на друга будет показывать. И каждый из них будет желать спастись, и чтобы вдруг попал в ад, ему самому спастись. Илля аль-муттакин. За исключением богобоязливых рабов Аллаха. Каких рабов Аллаха? Аллаху Та'ала, илля аль-муттакин, богобоязливых. Аллаху Та'ала этим богобоязливым друзьям, что Аллах скажет в судный день? Я айбади, о мои рабы. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Сегодня, когда все люди будут бояться, для вас страха нет. И вы сегодня не будете опечалены. Почему? Потому что в то время, когда люди здесь в дуне следовали за страстями своей души, делали, что хотели, вы в дуне боялись меня. Ради меня вы удерживали свои страсти. Сегодня, когда все остальные люди будут бояться, для вас нету страха, и вы сегодня не будете опечалены. Удхулу аль-джанната антум ва азваджухум тухбарун. Аллах им скажет, Азза ва Джалля: заходите в рай. Вы и похожие на вас, ваши семьи, заходите в рай, радуясь.
наслаждаясь ни'матами Аллаха, вы сегодня заходите в рай и скажете: Аллах, каким друзьям. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе говорит: «Аль-мар'у аля дини халилихи». Человек, он находится на религии своего брата. Если тот человек, которым ты дружишь, если он большой грешник, и ты себя считаешь религиозным человеком, пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: тот, кто с кем дружит, он на его религии, на его убеждении, он похож на него. Если бы он не был бы похож на него, он не находился бы рядом с ним и не дружил бы с ним. Если ты дружишь с грешником, значит тебе нравятся его грехи, значит ты похож на него. Поэтому, дорогие мои братья, каждый из нас должен посмотреть вокруг, с кем он, кого он взял для себя близким другом. Кого он держит для себя близким другом, богобоязливый ли он человек или не богобоязливый. Что такое богобоязливость? Богобоязливость – это подчинение велениям Аллаха, остерегаться от запретов Аллаха. Если твой друг выполняет предписания Аллаха, остерегается от запретов, да, он богобоязливый. Насколько он хорошо это делает, насколько он более богобоязливый. حديث كتب رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عبادا يوضع لهم يوم القيامة المنابر يقعدون عليها هم قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: المتحابون في الله والمتزاورون في الله والمتجالسون في الله. رواه الطبراني في الأوسط. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: поистине, говорит, у Аллаха есть рабы, которые в судный день Аллах их возвысит на минареты из нура. Будет мимбары, высокие минареты из нура. На этих минаретах, говорит, они будут завтра в судный день. Они, говорит, будут сидеть на этих минаретах. Люди на махшаре будут дрожать, бояться, как бы спастись, а эти люди будут сидеть на минаретах. Ихняя одежда будет из нура. Ихние лица будут сиять нуром. Они не будут являться ни пророками, ни шахидами. Но даже сами пророки и даже сами шахиды будут, говорит, завидовать этим людям. Тогда сподвижники спрашивают: я Расул Аллах, кто же это за люди, я Расул Аллах, которые будут на этих высоких минаретах сиять нуром, одежда из нура, все будут, значит, полностью нуром, кто же это за люди, я Расул Аллах? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: эти люди, которые друг друга любили ради Аллаха. Два мусульманина, которые любили друг друга ради Аллаха. Которые посещали друг друга, шли друг другу на зиярат ради Аллаха. Которые дарили друг другу подарки ради Аллаха. Вот эта категория людей будут сидеть на этих минаретах из нура завтра судный день. Приводится в хадис пророка, алейхиссалату вассалам, что однажды, говорит, Всевышний Аллах Азза ва Джалля не спасал свое откровение вахи пророку Муса, алейхиссалам. И Аллах говорит: я Муса, «Халь амильта ли амалян катту?» Ради меня хоть один раз ты совершил какое-либо деяние. Интересно, да? Аллах спрашивает пророка Муса: ради меня хоть хороший амал, хоть один хороший амал ты ради меня сделал, о Муса? Пророк Муса, алейхиссалам, он говорит: я Аллах, саллейту лака ва сумту лака. Ради тебя я держал, соблюдал намазы. Аллах, ради тебя я держал розу. Ради тебя, я Аллах, я давал садака. Я тебя упоминал, Аллах, делал много зикр. Когда Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: я Муса, инна салата лака бурхан. Твой намаз, который ты совершал, этот намаз, он не для меня, он для тебя. Почему? Потому что твой намаз, который ты совершал, он будет доводом для тебя судный день. Заступником, доводом, что ты был верующим, он тебе будет как довод, доказательство, что ты был верующим. Что касается вассауму ляка джуннатун,
А твой пост, который ты соблюдал Муса, он для тебя же будет оградой от ада, защищающим тебя. А твой садака, который ты отдавал, это для тебя будет тенью завтра судный день. Она как облако будет делать тебе тень, не давать, значит, находиться под палящими лучами солнца. А тот зикр, который ты делал на земле, он же будет для тебя же нуром завтра судный день. Тогда, получается, эти все деяния ты совершил для себя же, имеется в виду, польза от этих деяний возвращается к тебе, пророк Муса. А что же ты сделал тогда ради меня? Спрашивает Аллах пророка Муса, алейхиссалам. Тогда пророк Муса, алейхиссалам, говорит: «Я Аллах, научи меня тому амалу, который будет ради тебя, я Аллах». Тогда Всевышний Аллах Азза ва Джалля говорит: «Халь валейта ли валиян, ва халь адейта ли адубан». Ты не держал ли для себя близким другом ради меня, и не гневался ли ты на грешника ради меня? Спросит Аллах пророка Муса, и тогда, говорит, пророк Муса, алейхиссалам, он, говорит, понял, что то деяние, которое является ради Аллаха, это когда ты с кем-то дружишь ради Аллаха, и на кого-то ты гневаешься ради Аллаха. Вот это есть тот амал, который мы совершаем ради Аллаха. Приводится хадис от Абу Хурайра, радийаллаху анху, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون في فوعزتي وجلالي اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه الطبراني. Когда наступит судный день, Всевышний Аллах обращается к своим творениям, к людям и говорит: где же те люди, которые любили друг друга ради меня? Я клянусь моим величием. Сегодня для тех людей, которые любили друг друга здесь и в дуне, два брата мусульманина, которые любили друг друга ради Аллаха. Я сегодня для них сделаю тень под тенью арша, когда сегодня нет ни одной тени, кроме как той тени, которую я сотворил под аршем. Я говорю, сегодня для этих людей, которые любили друг друга ради Аллаха, я говорю, их хочу отправить в тень под аршем. Где же они? Пусть встанут, скажет Всевышний Аллах, находящимся людям на махшаре. Поэтому, дорогие мои братья, два брата мусульманина, которые любят друг друга ради Аллаха, не имеют в сердце ненависти друг к другу, ни себя не считает лучше почтения других, а других считает унижением. За то, что он человек другой нации, за то, что он человек другого, значит, уровня жизни. Я богатый, он факир. Я аварец, он кумык. Или он кумык, я аварец. Тот, кто не делает различия между другими и не имеет ненависти к другому мусульманину. Тот, кто сказал: «Ла иляха илля Аллах», выведи из своего сердца ненависть к нему. Люби его ради Аллаха. Потому что его Аллах сделал человеком, Аллах его сделал мусульманином. И ты его люби как своего брата мусульманина и вытащи ненависть, гнев, злобу по отношению к твоему брату мусульманину, чтобы получить эти дорожа возле Всевышнего Аллаха. Аллаху не будет никакого блага в судный день, когда ты придешь к Всевышнему Аллаху, и если в твоем сердце есть ненависть к кому-либо не было из твоих братьев мусульман, в тебе не будет добра, и тебе не будет блага, и тебе не будет за это, значит, милости Всевышнего Аллаха в судный день. Это был васият пророка, алейхиссалату вассалам, Абу Зарру и Муазу, радийаллаху анху. Пророк, алейхиссалату вассалам, им говорил, когда, говорит, ты ложишься спать, ты не ложись, пока сердце ты не оставишь, значит, чистым, не имея в сердце ненависти к кому-либо из мусульман. Поэтому, дорогие братья, надо друг друга любить ради Аллаха, прощать ошибки, значит, друг друга ради Аллаха и наставлять, поправлять друг друга ради Аллаха. А что касается пользы этой дружбы в ахирате, не говоря о той, которую мы получаем в дуне, имеется в виду и баракат, рахмат, и удовольствие Аллаха, в ахирате такие два брата мусульманина, которые друг друга любили ради Аллаха, они получат большую, значит, милость друг от друга и большую пользу друг от друга, и шафаат друг от друга. Приведу хадис пророка, алейхиссалату вассалам,
котором упоминается, что когда наступит судный день, «Ю'та би раджулин му'минин фил кияма». Приведут одного мумина завтра в судный день и начнут взвешивать его хорошие и плохие деяния. Когда взвесят его деяния, окажется, что у него хороших деяний оказалось на один хороший амал, хороших деяний оказалось меньше, чем грехов. Сторона чаши весов, где грехи, чуть-чуть хороших амалов не хватает, чтобы хороших амалов стало чуть больше, чтобы спасться от ада. Тогда этот человек скажет: Аллаху, я Аллах, не бросай меня в ад. Дай мне чуть-чуть времени, отсрочку, чтобы я нашел один хороший амал, чтобы поставить на чашу весов, где хороший амал, чтобы спастись от ада. Аллах ему дает отсрочку. Затем этот раб Аллаха отправляется к своему отцу и к своей матери, подходит к матери и говорит: «О, моя мать, ты меня родила, ты проявляла нежность, любовь ко мне в мирской жизни. Мать, сегодня твой сын попадает в ад, потому что ему одно хорошее деяние не хватает. Мама, дай мне один хороший амал, чтобы я сегодня спасся от ада». Мать отвечает и говорит: «О, мой сынок, сегодня я сама тоже не знаю, спасусь ли я от ада или не спасусь. Как будет мое положение, я не знаю, и поэтому ни один хороший амал я тебе дать не могу, мой сынок. Сама боюсь». Затем сын отправляется к отцу. Говорит: «Я отец, ты зарабатывал, ты кормил, ты растил, я был твоим сыном. Сегодня один хороший амал не хватает, отец, чтобы спастись от ада, зайти в рай. Дай один хороший амал, чтобы я спасся от ада». Отец говорит: «О, мой сынок, того, что ты боишься, я тоже боюсь. И я не знаю, как будет со мной, поэтому ничего пока я тебе дать не могу, мой сынок». И отец, и сын, и мать все будут бояться каждый за себя, спасется ли он или не спасется. Затем он идет к своим братьям, сестрам. От всех он теряет надежду, ни один из них не дал ему ни одного хорошего амала. И он возвращается печальным. Зайти в ад. Ему сейчас будет решение зайти в ад. Ни один хороший амал ему не достался. И когда он возвращается, он говорит, встретиться со своим братом-мусульманином, которым он дружил здесь в дуне ради Аллаха. Братья встречаются, говорит: «Как у тебя положение, брат? В каком ты состоянии?» Он говорит: «Аллах, одно хорошее деяние, говорит, мне не хватает сегодня, чтобы спастись от ада, зайти в вечный рай». Тот брат-мусульманин, с которым он дружил ради Аллаха, он говорит: «Аллах, говорит, я тоже не знаю, каково будет мое положение сегодня. Я тоже, наверное, боюсь, что у меня хороших деяний будет меньше, грехов будет больше. Если я попаду в ад, оба окажемся в аду. Чем это будет легче, хотя бы пусть один из нас спасется». Смотрите, что говорит брат ради Аллаха. Он говорит: будет легче, чтобы один из нас хотя бы спасся. Возьми мои все хорошие деяния, ты заходи в рай, а я пойду в ад. Возьми мои все хорошие амалы. Хотя бы один из нас пусть спасется сегодня. Он обрадовался, взял его хорошие деяния, поставил на чаше весов. Хороших деяний оказалось больше. Ему было велено зайти в рай. И вот он приближается к воротам рая, и он слышит голос. Не является, говорит, характером мужчины зайти в рай, а своего брата забыть в аду. И тогда он опоминается, и говорит: что я делаю? Я же хочу зайти в рай, а мой брат мусульманин, которого я дуня любил ради Аллаха, он сегодня заходит в ад. Он останавливается на этом месте, начинает плакать, просит Аллаха: «Я Аллах, спаси моего брата от ада». Ангелы говорят: ему вынесено решение зайти в ад, а тебе зайти в рай. Заходи в рай. Он говорит: мне не нужен рай без моего брата мусульманина. Мне не нужен рай без моего брата мусульманина. Если вы его не спасаете, меня тоже бросайте в ад. Тогда Аллах Азза ва Джалла говорит: «О мой раб,
несмотря на то, что ты короткое время дружил с ним в мирской жизни, и ты сегодня не согласен своего брата оставить в аду, сколько времени я вас сотворил, и я вас знаю, я как более достойный проявить к вам милости. И Аллах принимает шафаат этого брата мусульманина, и его баракатом спасается тот другой, оба заходят в рай по милости Аллаха. Приводится достоверный хадис пророка, алейхиссалату вассалам, приводит его имам Ибн Маджах. Приводится хадис от Аби Саида аль-Худри, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. Когда говорит Аллаху Та'аля определенных му'минов спасает от ада, и когда они уже чувствуют себя в безопасности, Арасат, Махшар, Мизан, Сират, прошли они уже в безопасности, то их спор, говорит, и их, значит, пререкание с Аллахом бывает, говорит, не меньше, чем ваши пререкания между собой, когда вы что-то у другого что-то требуете свое, как люди друг другом требуют, если кто-то что-то у него отобрал. Вот так говорит люди, му'мины, это образно говорится, что они вот так настырно будут просить у Аллаха и будут говорить, что они скажут. يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. Эти люди, которые уже спаслись от ада, они смотрят своих друзей, как братьев мусульман, которых они знали, с которыми они дружили, с которыми они ходили вместе на джамаат намаз. Аллаху Та'ала, они обращаются к Аллаху и говорят: «Я Аллах, наши братья, которые вместе с нами делали намазы, вместе с нами держали ураза, вместе с нами совершали хаджи, Аллах, они в ад попали. Аллах, прости этих наших рабов, Аллах, вытащи их от ада». Вот так, как настырно, как будут просить они у Всевышнего Аллаха. Они же с нами были, наши друзья были Аллах. То тогда, говорит Всевышний Аллах, скажет: «Изхабу фаахриджу ман арафтум минхум». Идите же вы в ад и вытащите из ада всех тех ваших друзей, кого вы знали, в чьем сердце есть, значит, кого вы узнаете из них. Они, говорит, заходят в ад, смотрят в аду. Некоторые будут, говорит, погружены в адском наказании, как сказано в хадисе, значит, голени, некоторые, значит, пояса, некоторые, значит, до щиколоток будут в пламени, адском пламени, но их лица, говорит, будут целыми. Аллаху Та'ала защищает лицо мусульманина, му'мина. Лицо му'мина огонь ада не касается. Они зайдут в ад и увидят своих друзей, узнают. Они возьмут их и выйдут из ада вместе со своими знакомыми друзьями. Затем, когда они выйдут, они скажут Аллаху: «Я Аллах, все те люди, о которых ты нам сказал, кого мы узнали, мы вытащили из ада». Затем Аллах Азза ва Джалля, проявляя свою милость му'мину, который один раз хотя бы сказал «Ла иляха илля в этом дуне», Аллаху Та'ала им говорит: «Ахриджу ман кана фи кальбихи вазну динари минал иман». Зайдите заново в ад и вытащите из ада всех тех людей, у которого есть размером динара иман. Они заново заходят в ад, размером динара, у кого есть иман, заново выходят вместе с ними из ада. Затем Аллаху Та'ала говорит: «Сумма ман кана фи кальбихи вазну нисфу динар». Заново заходите и вытащите из ада, у кого есть половина динара иман. Они заново заходят в ад. Заново из ада вытащить всех тех людей, у которых есть половинка имана, половина динара имана в их сердцах. Затем Всевышний Аллах Азза ва Джалля, еще раз проявляя свою рахму, говорит: «Сумма ман кана фи кальбихи мithqalu хаббатин мин хардаль». Затем зайдите и вытащите всех тех людей, у которых есть размером маленького зерна, значит, растение, называемое хардаль. Вот размером зерна хардаля, у кого есть иман, их тоже вытащите из ада. И затем, приводя этот хадис пророка, алейхиссалату вассалам, в передаче этого хадиса Абу Саидин аль-Худри, рази Аллаху анху, он говорит: «Фаман лам юсаддик хада», и тот, кто не может подтвердить это,
то пусть, говорит, он читает Слово Всевышнего Аллаха в Священном Коране, где Аллах Азза ва Джалля сказал: «Инна Аллаха ла yazlimu мithqала зарратин, ва ин таку хасанатан юдаифха, ва ю'ти мин ладунху аджран азима». Этот аят означает смысл такой: Аллах не совершает зулм, Аллах вас не притесняет даже размером мithqala зарра. Мithqala зарра, они говорят, что это та пылинка, которая видна в лучах солнца. Когда падают лучи солнца, маленькие пылинки там виднеются. Размером маленькой пылинки, у которого будет хороший амал, размером этого вашего хорошего амала Аллах для вас зулму не делает. Если у вас будет, говорит, одно благое деяние, Аллах, говорит, его возвеличит многократно для вас, и Аллах, говорит, от себя даст вам великие воздаяния. Значит, у кого есть сердца размером мithqala зарра иман, мithqala зарра хорошее деяние, даже вот это хорошее деяние, даже на такой маленький размер Аллах не считает его, как будто бы нету, даже вот это одно маленький размер мithqala зарра, Аллах его тоже учитывает, и размером мithqala зарра тоже Аллах зулму не делает, у которого есть мithqala зарра иман, он будет выведен из ада. В завершение приведу еще один хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Значит, однажды, даже это не хадис, это рассказ. Однажды, говорит, два брата мусульманина встретились, которые любили друг друга ради Аллаха, встретились вместе с собой, между собой. И один другому спрашивает: откуда ты, говорит, пришел, ты идешь? Он говорит: я, говорит, был в хаджи, совершил хадж, с хаджи возвращаюсь. А, значит, другой говорит: а ты откуда идешь? Он говорит: Аллах, у меня, говорит, есть брат мусульманин, которому я дружу ради Аллаха. Я, говорит, к нему на зиярат шел. Потом ему понравился его хороший амал. Тот, кто был в хаджи, предлагает другому и говорит: давай, говорит, поменяемся. Я тебе дам воздаяние хаджа и зиярата, значит, могилы пророка, а ты, говорит, мне дай воздаяние посещения твоего брата мусульманина ради Аллаха. И тогда, говорит, он подумал: а поменяться с ним или не поменяться? В это время, говорит, ему с неба, говорит, доносится, говорит, хатиф, голос, который ему говорит: «Зиярату ахим филлахи афдалу инда Аллахи мин миати хаджатин нафиля». Поистине, говорит, посещение брата мусульманина, с которым ты дружишь ради Аллаха, это почтение возле Аллаха, чем совершение, значит, 100 раз суннат хаджа. Чем 100 суннат хаджев посетить, говорит, своего брата мусульмана, которым ты дружишь ради Аллаха, это почтение возле Аллаха. Поэтому, дорогие мои братья, дай Аллах нам исправление своих качеств, характера, нравов, поведения, ибо самое ценное, которое буду ставить на весы завтра судный день, это хороший нрав, хорошее качество характера мусульманина. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.